НАТО в срочном порядке собирается. Генералы заявляют, такой угрозы не было со времен Холодной войны. Что случилось и к чему спешка? Миллиарды на оборонку, на кону ядерное оружие и заводы боеприпасов. Сразу две европейские страны четко ощущают опасность вторжения. Фридрих Мерц выставил требования Трампу. Пойдет ли хозяин Белого дома на условия Европы и что будет, если он откажется? Лукашенко снова в Китае. Зачем он едет к Си так срочно? Что стоит за семейной встречей? Цензура выходит на новый уровень. Кто следующий попадает под каток? Эрдоган взялся уговорить Путина. Грандиозный обмен 6 тысяч на 6 тысяч. И для чего нужно прекращение огня? Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Вильнюс принимает громких гостей. В Литву прилетел Владимир Зеленский, но это не просто дипломатическая вежливость, ставки куда выше. Президент Украины прибыл на важный саммит стран Балтии, Скандинавии и Бухарестской девятки. Это ключевой союз восточного фланга НАТО. Цель встречи – выработать единую позицию перед решающим саммитом Альянса в Гааге. Естественно, отправной точкой должно стать прекращение огня и гуманитарные действия, освобождение пленных и возвращение похищенных детей. Все ключевые вопросы могут быть решены на уровне лидеров. Переговоры в Стамбуле тем временем можно назвать одними из самых быстрых. Длились около часа, стороны обменялись документами и разошлись. В вопросе освобождения военнопленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах. Мы договорились об обмене всех на всех тяжело раненых и тяжело больных военнопленных. Вторая категория — молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет. Всех на всех. Встреча Зеленского и Путина должна состояться в 20-х числах июня. Во всяком случае, такое предложение поступило с украинской стороны, и его поддержал президент Турции. Я хотел бы собрать вместе Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре и даже пригласить Дональда Трампа. Если они согласятся, я бы обязательно присоединился к ним на этой встрече, превратив Стамбул в центр мира. Мы предпримем шаги в этом направлении. А вот россияне ничего не говорили о встрече, зато заявили, что не отказывались от прекращения огня. Просто по-другому все это видят. Украинская сторона все время говорит о необходимости прекращения огня. Достаточно в общих словах. Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными. Чего делается короткое на участках прекращения огня с выключением дронов и так далее, чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат. Сейчас жарко. Санитарная ситуация в серой зоне, опасность эпидемии. Россия обещает вернуть всех тяжелораненых пленных и даже самых молодых. Но вот что еще остается загадкой, так это стремление российской стороны закрыться от американцев. На першій зустрічі в Стамбулі в травні росіяни наполягли на тому, щоб американців не було присутніх в кімнаті. Для нас не зрозуміло чому. Для них це критично. На нашу думку, американці мають бути присутні в кімнаті, але росіяни наполягли, що їх там бути немає. Що вони приховують, це питання до них. Я думаю, треба їх питати, чого вони бояться показати американцям. І так само, власне, і на цій зустрічі теж це російська була вимога, щоб не було американської сторони. Что-то явно идет не так. Великобритания разворачивается в сторону тотальной милитаризации и делает это быстро и шумно. Премьер-министр выступил на оборонном предприятии в Глазго и дал четкий сигнал: все граждане должны быть готовы сыграть свою роль в защите страны. Это уже не фигура речи, это старт масштабного стратегического преобразования, которое может кардинально изменить внутреннюю и внешнюю политику Британии. Главное, правительство планирует влить 15 миллиардов фунтов, и это не про дороги
дороги и больницы. Деньги пойдут на усиление ядерного щита, строительство новых подлодок и запуска заводов по производству боеприпасов. Фактически речь идет о переоборудовании экономики под нужды будущей войны, причем потенциально большой. И вопрос теперь не в том, зачем, а в том, насколько скоро. Мы переходим к боевой готовности в качестве основной цели наших вооруженных сил. Когда нам угрожают государства с передовыми вооруженными силами, наиболее эффективный способ сдержать их – это быть готовыми показать им, что мы готовы обеспечить мир силой. Мы сталкиваемся с войной в Европе, новыми ядерными рисками, ежедневными кибератаками, растущей агрессией России в наших водах, угрозой нашему небу, их безрассудными действиями, которые повышают стоимость жизни здесь, у нас дома. Контекст тревожный, мир нестабилен, Украина, Ближний Восток, Китай, Северная Корея. Очагов напряжения все больше, НАТО усиливается, а Кремль все чаще угрожает ядерным оружием. В этом раскладе британский сигнал выглядит не как план на далекое будущее, а как экстренная реакция на очень конкретные угрозы. Если Лондон уже открыто вкладывает миллиарды в оборону, значит, за кулисами происходит куда больше, чем кажется. Громкое и тревожное заявление прямо с саммита в Сингапуре генерал Карстен Броер шокировал международную аудиторию, описав планы немецкой обороны. Это не очередной сценарий из аналитических докладов, это слова военного, прошедшего 40 лет службы, который прямо говорит, такой угрозы он не видел никогда. НАТО должно быть готово к нападению России уже в ближайшие 4 года. Россия наращивает свои силы в огромных масштабах. Мы видим, что Россия производит примерно 1500 танков в год, и не все из них отправляются в Украину, но они поступают в запасы и новые военные структуры, всегда обращенные в сторону Запада. Путин уже несколько раз заявлял об этом, и не только Путин, но и вся администрация. Есть намерение и идет наращивание запасов, которое, по оценкам аналитиков, достигнет своего пика в 2029 году. Эти слова прозвучали на фоне подготовки к саммиту НАТО в Гааге, где страны обсудят оборонные бюджеты, но теперь становится ясно, речь идет уже не о процентах ВВП, речь о выживании. Если Россия ударит по Латвии, Литве или Эстонии, это означает задействование статьи 5 Устава НАТО, а это уже прямой военный конфликт России с США как минимум, потому что Америка обязана будет вступиться. Это момент, которого боится весь мир больше всего. Но, похоже, в штабах НАТО больше никто не надеется на авось. Время улетучивается, а у Путина четкий расчет. Война может прийти туда, где люди давно уверены в мире. Игра на грани. Германия жмет на Трампа, Украина, санкции и будущее войны. Громкое заявление из Берлина. Новый канцлер Фридрих Мерц летит в Вашингтон с жестким посланием. Украине нужен справедливый мир, а не вечная бойня. И он собирается продавить эту идею лично в разговоре с Дональдом Трампом уже в этот четверг. На кону прекращение огня. И Мерц не просто едет обсудить, он готов убеждать Трампа вводить санкции, если не удастся достичь перемирия. Ставки максимально высокие. Украина имеет право защищаться от войны, которая нарушает международное право. Она может делать это в том числе, нанося удары по военным объектам на российской стороне. Я не могу судить о влиянии этого на переговоры. Трампу такое может не понравиться. Он не раз говорил, что сам быстро закончит войну и намекал на давление на Киев. Ну а теперь немецкий канцлер приедет с почти противоположной повесткой. Мир, но не любой ценой. Справедливый мир, значит, не с капитуляцией Украины. В то же время сенатор Линдси Грэм, один из самых жестких критиков Кремля, продавливает новую волну санкций против России. Германия не вмешивается, но явно не против. Чем жестче давление, тем ближе, по их логике, мир. Александр Лукашенко срочно летит в Пекин на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит подается как дружеский, даже семейный, но за ширмой теплых слов большой политический расчет и для Пекина, и для Минска, а может быть и для Москвы. Официальная версия, скорее всего, не стоит значительного внимания, но связан ли визит с предстоящими учениями и их перенесением вглубь страны, связан ли визит с украинскими ударами по РФ, думаю, мы скоро это поймем. Для Китая ні Росія, ні Білорусь не з'являються ключовими економічними партнерами. Політичними там, ще можна, скажімо, подумати. Тому для китайців сидіти і назирати просто, як там Росія погрожає стерти Європу ось гэтага економічного партнера
у полымя ядровой войны, но гэта, канешне, сімпатый у Китая не будзе ўспрынята. Китай яшчэ не адчувае сабе дастаткова гатовым для ўзброенага процістаяння з Захадам. Захад пакуль для яго прыносіць значны прыбытак, і, уласна кажучы, гэта пчолкі супраць мёду. Отрымливается, коли Китай будет это все ухвалять. Важно понимать также, что такие визиты просто так не случаются. Лукашенко один из немногих, кто на фоне мировой изоляции Путина все еще поддерживает с Китаем теплый контакт. Для Пекина это шанс сохранить каналы влияния в регионе, не связываясь напрямую с токсичной Москвой. Что именно пообещает Лукашенко, на какие уступки готов пойти ради китайской поддержки, пока не ясно, но ставки точно высоки. Против страшных преступников в России завели уголовное дело, теперь по тяжелой статье. Москва бьет по Википедии и обвиняет в пропаганде педофилии. Протокол поступил в Таганский суд Москвы, заседание назначено на 23 июня. Под ударом американская организация Wikimedia Foundation, которая управляет энциклопедией. Суть претензий скрыта, но статья серьезная, штраф до 10 миллионов рублей или приостановка работы на 90 дней. Это уже не просто очередной штраф, это возможная блокировка. Роскомнадзор давно давит на Википедию за статьи о войне, армии, самоубийствах и так далее. Власти требуют подчистить контент и грозят санкциями. Проект уже оштрафовали за 2 статьи, даже несмотря на то, что одну из них ресурс успел удалить. В феврале 2023 года компанию оштрафовали на 2 миллиона рублей за публикацию данных о местах дислокации 3 воинских частей РФ. В апреле 2022 года на компанию был наложен штраф за отказ удалить статьи с недостоверной информацией о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале Википедия остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе специальной военной операции в Украине. На этом фоне депутаты в Госдуме требуют убрать Википедию из поисковиков и заменить ее на Рувики. Кстати, что это? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.